То, что каждый человек кого-то напоминает из однажды уже увиденных и услышанных, никого не удивляет. В мировом шоу-бизнесе существует целый эшелон артистов, зарабатывающих на сходстве с мегапопулярным исполнителем. В нашей стране существовал ныне канувший в лету коллектив двойников политиков, киноактеров и звезд эстрады, объехавший не 1 километр российских просторов. Маурицио Швейцер, работающий под Челентано, занимается тем же. Вместе с тем, это проект, который вышел из самостоятельной поп-рок-группы 90-х годов. Сходство с культовым итальянским актером и певцом дает свои результаты. Подробнее в материале нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. В эпоху железного занавеса мы много чего не видели и не слышали, а уж про Битлз советскому человеку и думать нельзя было. Спасибо тем, кто спустя десятилетия при открытых шлюзах начал просвещать и напоминать об утраченных иллюзиях и о запретных плодах, именуемых как зарубежный музыкальный продукт. Привыкли к двойникам Битлз или группы Kiss, например, как-то занесенный в Казань из бывшей социалистической Венгрии в суровые будни России. И уж совсем не смешно, что настоящий рок-поп уже троглодиты взаправду пакуют чемоданы и продолжают ездить по необъятной нашей с вами родине. Классические шляпы, чуть пристоптанные ботинки, двойка, вторая костюмчиков и манера двигаться, которую называют маледжата, то есть на пружинах. Вот вам и образ Челентано. Кстати, сам культовый актер и певец сейчас ходит на концерты Маурицио Швейцера и компании, популяризирующей стилистику Челентано и его хиты, будоражащие воображение россиян определенного возраста. Mi piace anche che sia la gente a capire люблю получать от народа, как я выражаю, как Челентано. Тем более я спрашиваю Матtia, который со мной работает очень много лет. Это то, что сама публика требует от нас, что она хочет видеть в этом шоу, в этом празднике совместно с ними. Челентано трибьют-шоу – это команда из 18 человек и главный герой, который, кажется, может сделать все, как его вдохновитель и источник заработков. Казанцы поначалу не шевелились при выходе артиста, но к финалу, говорят, атмосфера достигла нужного апогея. Челентано присутствует среди народа всегда, если даже он не появляется. Пару лет тому назад он выступал в Вероне, и он иногда пишет, он иногда появляется, поэтому народ чувствует, что его есть. Он всегда присутствует, потому что он часто пишет свои статьи о культуре, о социальных проблемах, о жизни, поэтому он есть всегда. Как-то сеньор Арнелло Мути, партнерша Челентано по фильмам «Укрощение строптивого» и «Пылкий влюбленный», сетовала в Казани, что в нашем городе ее знают лишь по фильму «Укрощение строптивого». Но успокоилась, когда ей напомнили о ее незабываемых ролях в картинах Марко Феррери. Это и плюс, и минус. Однажды увиденный в определенное время образ лишь в одной ипостаси может перекрыть все представление о творческом пути артиста. Что же касается Челентано, то он полон сил и даже готовит очередной диск. Дмитрий Пивоваров, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир».